Новый мессенджер Max понимает татарский язык. Заменит ли он WhatsApp и Telegram? Несколько месяцев назад был запущен новый российский государственный, так скажем, мессенджер Max как альтернатива Telegram и WhatsApp. Ходят слухи, что Telegram и WhatsApp вообще будут закрывать, и останется один только Max. Но это слухи. Поживем – увидим. Чем примечателен новый мессенджер Max? Минималистический дизайн, все вроде удобно, просто и понятно, беседы, звонки, стикеры, голосовые сообщения, все как обычно. Возможность передачи больших файлов до 4 гигабайт, в отличие от WhatsApp. Работает быстро, возможность переводов на разные языки. Кстати, денежных переводов тоже. По поводу языков и другого функционала. Есть встроенный искусственный интеллект нейросеть GigaChat Max. Что он умеет? Генерирует, то есть выделяет из аудио текст, делает выжимки из больших статей и видео, готовит тексты и картинки по вашим заказам. И вот еще что приятно удивило. Эта нейросеть может общаться по-татарски. Сообщение отправляет быстро, но не без ошибок. Что еще? Анонимности здесь, конечно, никакой нет. Привязка телефона обязательно. Max – это дочернее производство приложения ВКонтакте, и вся инфа идет, естественно, туда. Ну, а ВК вы сами знаете, кому принадлежит. В общем, не беспокойтесь, все надежно защищено, все и вся, как говорится, под колпаком у Мюллера. Зарегистрировались уже 500 000 человек. Из моего длинного списка контактов пока только 3. Но эти люди – это те, с которыми я вообще практически не общаюсь. Надо признать, приложение простое, удобное, эффективное. Что будет дальше? Заменит ли оно Telegram и WhatsApp? Поживем – увидим.